нужно поддерживать существование не отдельной особи, а целой популяции. Это должна быть целая популяция, потому что просто у одной особи ограниченное время существования, у семьи тоже, у стаи тоже. А популяция – это самая нижняя единица воспроизводства вида. Вот. А для популяции нужно восстанавливать среду обитания на очень большой, так сказать, территории. И вот с чем еще мы столкнулись? Значит, это, опять же, на уровне госагентства. Там утверждают, что нам выдумывать. У нас есть заповедники. Вот заповедники и есть места, где сохраняются вот эти виды Красной книги. Хорошо. Это, во-первых, не очень корректная постановка вопроса, еще и потому, что некоторые заповедники, можно сказать, большинство заповедников, по своей площади недостаточны для поддержания существования даже одной особи. Вот, положим, в Сарычелегском заповеднике в фауне там записан барс. Высокогорная часть Сарычелегского заповедника ничтожно мала. Да, барс туда заходит. Но если его там будут сохранять всеми силами и уничтожать на всех прилегающих землях, то он мгновенно исчезнет, потому что это только очень небольшая часть его охотничьей территории, индивидуальной. То есть даже семью Сарычелегский заповедник прокормить не может. Тоже относится и к хищным птицам. У хищных птиц очень большие охотничьи угодья, и они не могут ограничиваться территориями заповедников. Это очень небольшие участки их охотничьих угодий, индивидуальных. Я не говорю уже о популяции. То есть самая даже превосходная охрана многих видов, а вот как раз в основном хищные это виды и попадают в Красную книгу. Вот для этих хищных видов территория большинства наших заповедников абсолютно недостаточна для того, чтобы сохранить даже особь. Я не говорю о популяции. Так вот, кроме того, я провел анализ того, что у нас из видов Красной книги можно найти, то, что можно найти у нас в заповедниках. Так вот, у нас 4 вида гриба, и только один из них находится на территории заповедника. Растений у нас 83 вида в Красной книге, и только около 20 на территории заповедника. Паукообразных у нас 1 вид, и ни одного из них нет в заповедниках. Насекомых у нас 17 краснокнижных, и только 8 можно встретить в заповедниках. Рыб у нас 7 видов, и только 3 из них можно встретить в заповеднике. Земноводных 2 вида, и 1 из них только на территории заповедника. Пресмыкающихся 8 видов, и только 1 на территории заповедника. Птиц 52 краснокнижных вида, и только 20 на территории заповедника. Млекопитающих 23 вида, и только где-то 10, но от силы 12 у нас можно встретить на территории заповедника. Опять же я говорю, можно встретить, но это не означает, что они там обеспечены для выживания, даже при самой отличной охране. То есть заповедники это, вот это у нас, положим, самый большой заповедник, это Сарыча-Тарташский. Да, там
действительно может, так сказать, поддерживаться численность, если там действительно восстанавливается численность архара. Но рядом находится охотничье хозяйство, которое весь приплод, значит, уничтожает. Потому что значит, заповедник не охватывает всю область миграции этих архар. То же самое можно сказать и про барса. Да, барс там тоже стал восстанавливаться в Сарыча-Тартасском заповеднике, но тем не менее на соседних участках, значит, он может более-менее свободно уничтожаться. Более того, есть сведения, что на Сарыча-Тартасском заповеднике практикуются сейчас так называемые царские охоты. То есть для людей, для которых закон ничего не значит, а значит только, так сказать, возможность от него отмазаться, или же они сами занимают достаточно высокие должности, они могут там охотиться. И это, к сожалению, практикуется достаточно широко.